22:00. Время новостей на АТР. Четверг, 19 октября. В студии София Абляева. Добрый вечер. Нардепы и активисты пришли к администрации президента и передали законопроект об антикоррупционном суде. Возглавили колонну активистов народные депутаты Егор Соболев и Юрий Левченко. Всего на Банковую пришли около 500 митингующих. Они кричали «Петро, выходи! Украина, вставай!», а также «Банду геть» и пели гимн Украины. После того, как нардепы передали законопроект, активисты пошли назад под Верховную Раду. Вставай! Вставай! Украина, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Киев, вставай! Медреформа, законы о неприкосновенности и провальные законы о выборах. На сегодняшнее заседание парламента возлагали надежду пикетчики, которые третий день дежурят под Верховной Радой. Они ждут выполнения своих требований, а это именно внесение изменений в Конституцию, о снятии неприкосновенности с депутатов и об изменении избирательных правил. Удалось ли депутатам оправдать надежды митингующих, выясняли мои коллеги. Утром депутаты взялись за медицинскую реформу. Как и обещали, сделали это быстро. Комітет наполягає на тому, що в чинній редакції даного законопроекту це є, по суті, механізм реалізації Конституції України про безоплатну для людей и оплатную стороны державы медичную допомогу. После 3 дней рассмотрения и 900 поправок большинство приняло закон о государственных финансовых гарантиях о предоставлении медицинских услуг и лекарственных средств. Он предусматривает изменение модели финансирования, вводит международные протоколы лечения, страховую медицину, плату за услуги врачей. Также реформа создает систему государственного социального медицинского страхования. Эту реформу оппоненты называют введением платной медицины для украинцев, но авторы закона так не считают. Скажу, настрій бойовий, бо це лише старт. Нам тепер треба імплементувати ті нові форми оплати. Ми дуже багато вже напрацювали нормативні акти, вони вже готові, але ми чекаємо, щоб нам надали старт, щоб проголосували в Верховній Раді. Я хочу подякувати народним депутатам, що вони почули не Міністерство охорони здоров'я, а громадян. Бо громадяни вимагають медичну реформу, і ми будемо втілювати цілою силою. Депутаты спешили, чтобы приступить к законам о неприкосновенности. Их отмены требует антикоррупционный Майдан. Активисты дежурят под зданием Рады, и промедление грозит новыми схватками. В повестке дня 2 законопроекта. Один президентский. Он отменяет неприкосновенность в 2020 году. Второй депутатов. Они готовы отказаться от нее сразу после того, как закон вступит в силу. Все эти документы требуют изменений в Конституцию, поэтому Рада отправила их в Конституционный суд. В парламент они вернутся не раньше февраля следующего года. Колеги, вітаю вас, вітаю тих людей, які зараз на Майдані. Як ми і обіцяли, що ми поставимо це на голосування і приймемо позитивне рішення, парламент продемонстрував здатність бути в діалозі з суспільством і показав готовність до зняття депутатської недоторканності. Я вітаю усіх народних депутатів з тим важким, але відповідальним рішенням. Вітаю, колеги! Слава Україні! Я проголосував за обидва законопроекти для того, щоб їх направити в Конституційний суд і щоб українці побачили, що те, що зараз відбувається в сесійній залі, це маніпуляції. Чому? Я зараз поясню. Тому що згідно висновку Венеціанської комісії, це Європейська комісія з демократії та права, яке було зроблене ще 19 червня 2015 року, нам відомо про негативне відношення, про зняття депутатської недоторканності з парламентських діячів в Україні. Ми половину шляху вже пройшли. Далі треба лише 2 голосування парламенту і підпис президента. На це може знадобитися десь півроку, максимум 7 місяців. Тобто через 7 місяців ми будемо мати недоторканність депутатів, яка буде значно звужена. И это то, что обещали мы выборцам перед выборами. А вот попытка принять законопроекты об изменении избирательного законодательства и внедрения чисто пропорциональной системы с открытыми списками провалилась. Ни один из 3 проектов не набрал достаточного количества голосов. Оксана Гуцул, Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Соломенский райсуд Киева отложил до завтра избрание меры пресечения нардепу Бориславу Розенблату. Сегодня прокуроры просили продлить меру пресечения для депутата, а именно надеть на него на 2 месяца электронный браслет, запретить покидать Киевскую и Житомирскую области и запретить общаться со свидетелями по его делу. После 3-часового перерыва судебного заседания адвокаты защиты не явились в суд. Ви бачили, як 3 години тому в залі було 3 адвоката. Через 3 години ніхто з них не зміг з'явитися, про що не пояснив якихось конкретних причин їхньої неявки. Ну, на наше переконання, це несерйозно, на превеликий жаль. Процес, який занадто вже і так затягнувся, ще з минулого тижня, досі триває. Ну, ми готові до будь-яких поворотів. Фактично Розенблат використав ті лазейки, які існують в українському законодавстві, коли можна не з'являтися на судові засідання і таким чином тягнути час. Тому він спочатку хворів, потім йому ставало зле на засіданнях, потім він просто не з'явився. Таким чином сплив термін, коли йому мали подовжити в суді термін запобіжного заходу. Що сталося? Йому змушені були віддати браслет, зняти з нього браслет і віддати паспорти. Що ми бачимо? Через 2 дні він швиденько видужав і вже хотів на літаку тікати з країни. Сегодня после обеда Борислав Розенблат пытался вылететь в Германию. Детективы НАБУ сняли его с рейса в аэропорту Жуляны. По информации СМИ, в карманах депутата детективы нашли драгоценности. Сам Розенблат эту информацию опровергает. Що сьогодні відбулося? Дійсно, мене пограбували. Мене забрали всі телефони, забрали всі квитки, забрали всі паспорти, забрали всі карточки банківські. Тобто залишили мене повністю, вибачте мені, от як я приїхав до вас. Стосовно там якісь коштовності, брильянтів, все інше, це, звичайно, набушна провокація, тому що для них це головне, щоб дійсно зробити якийсь там вибух, якщо вони біжутерію вважають як дорогоцінності. Бориславу Розенблату ранее избрали меру пресечения. Под залог в 7 миллионов гривен отпустили, запретив покидать Киев. Его подозревают сразу по 2 статьям Уголовного кодекса: получение неправомерной выгоды и злоупотребление властью. 19 июня арестовали 7 человек по подозрению в пособничестве иностранной компании, которая добывает янтарь. По версии следствия, Розенблат и еще несколько депутатов к этому причастны. Полиция обнародовала имена 5 погибших в Харьковском ДТП. Все они, а также 6 раненых, жители Харькова. Авария произошла накануне вечером. 20-летняя дочь местного бизнесмена влетела в толпу пешеходов на тротуаре. Свидетели говорят, что водитель была нетрезвым, однако предварительная экспертиза пока это опровергает. Дарина Иванютенко расскажет больше. Это первые кадры трагедии, унесшей жизни 5 человек. Катастрофа произошла на оживленном перекрестке в центре Харькова. 20-летняя водитель «Лексуса» промчалась на скорости, не остановившись на красный сигнал светофора, и протаранила автомобиль «Volkswagen». «Лексус» влетел на пешеходную зону и буквально снес пешеходов. Скрип шин, колес, и это все скрежет металла. И я просто понимаю, что что-то мне летит просто в лицо. И потом уже я просыпаюсь, меня друг поднимает, он говорит, что «Господи, что с тобой?» И я просто понимаю, что мне прилетело кусок металла вот реально в лицо. Сразу после трагедии в социальных сетях появилась информация о водителе «Лексуса» и фото ее водительского удостоверения. Как выяснилось, это Елена Зайцева, студентка Харьковского вуза и дочь местного предпринимателя. За свои 2 года водительского стажа девушка получала не менее 6 штрафов за нарушение правил дорожного движения. После ДТП Зайцеву задержали. Полиция тем временем подготовила ходатайство о 2 месяцах ареста. Водитель другого автомобиля, который стал участником ДТП, проходит по делу как свидетель. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що повлекло загибель 2 або більше людей. В результате этой аварии погибли 5 человек, еще 4, среди них беременная женщина в крайне тяжелом состоянии в больнице. 3 женщины, 1 мужчина, все имеют сочетанные травмы, это повреждения головы, в том числе головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и скелетную травму.
Двое из них в тяжелейшем состоянии, в тяжелом, двое в состоянии ближе к средней тяжести. К месту, где произошла эта жуткая авария, харьковчане с утра несут цветы и свечи. Охапки кладут прямо на землю дома, где погибли люди. Дарина Иванютенко, Заман, АТР. В Киеве вручили миллионный ID-паспорт. Владелицей стала 15-летняя киевлянка Владислава Демчук. Паспорта в форме пластиковых карт начали выдавать еще 2 года назад. На них хранятся биометрические данные владельца, в том числе отпечатки пальца. На таком документе также есть электронная подпись владельца и идентификационный код. Оформление первого паспорта гражданина Украины по-прежнему является бесплатным. В случае замены или изготовления новой ID-карты нужно будет заплатить административный сбор – 280 гривен. Мені подзвонили, сказали, ми вітаємо вас, ви мільйон отримаєте ID-карти. Ну і сказали, якого числа буде вручення, час. Це такі перші документи, ще й мільйони, і таке щасливе число. Там є фотокартка, вона вигравлена лазером на внутрішньому слої, це дуже безпечно, неможливо її замінити. Є прізвище, ім'я по батькові, дата народження, термін дії документа. На зворотньому боці вже надрукований податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто вся інформація для того, щоб ідентифікувати особу, місце народження, дата, все, що потрібно використовувати в житті, там є. В оккупационном суде Центрального района Симферополя состоялось очередное заседание суда по делу 26 февраля. Выступил еще один свидетель защиты, член Меджлиса Энвер Куртиев. Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката Эдама Семедляева о проведении портретной экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли один из мужчин на видеодоказательствах обвиняемый Али Асанов. Он также показал, как и предыдущие свидетели, что массовых беспорядков не было, что наших подзащитных он не знает, там не видел, что члены Меджлиса никаких указаний людям не давали осуществлять какие-то массовые беспорядки, организовывать драки, прорываться в здание Верховной Рады. 2 из 5 подсудимых Али Асанов и Мустафа Дагерменджи остаются под домашним арестом. Они отсидели в СИЗО почти 2 года за то, что отказались давать показания против Ахтема Чайгоза, заместителя главы Меджлиса. Он главный фигурант этого дела. Его признали организатором беспорядков на митинге 26 февраля 2014 и посадили на 8 лет. Следующее заседание по делу 26 февраля запланировано на 23 октября. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за недавних обысков и задержаний в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства после соответствующего обращения Крымсоц. В аннексированном Крыму 2 октября в домах 4 жителей полуострова Рената Сулейманова, Арсена Кубединова, Сейрана Мустафаева и Талята Абдурахманова прошли обыски. После того, как российские силовики составили протоколы, крымчан увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что они находятся в изоляторе временного содержания в Симферополе. Задержанных крымчан обвиняют в создании и участии экстремистской ячейки. В ОБСЕ обсудили репрессии против крымских татар в Крыму. В Вене состоялась конференция, посвященная борьбе с дискриминацией против мусульман. В мероприятии приняли участие родственники арестованных 11 октября в Бахчисарае крымских татар. Эльвина Сидбулаева расскажет больше. Сроки лишения свободы до 20 лет, вплоть до пожизненного. За псевдотерроризм, которого никогда в Крыму не было, и сегодня его также нет. Мумине, супруга арестованного Сейрана Салиева, на международной конференции рассказала о репрессиях, которые проходят в оккупированном Крыму. Ее супруга обвинили якобы в терроризме и участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир, а в ее доме ФСБ дважды провели обыски. Искали оружие, однако кроме молитвенной книги ничего не нашли. Каждый обыск, каждая их облава – это проявление такого латентного инфантилизма, который далек от их же собственного законодательства, от международных конвенций и лоббируемых международных законов, и которые несут в себе цель устрашения народа. И этим самым они показывают, что они останавливаться в данном русле не собираются.
С начала оккупации Крыма репрессии в отношении крымских татар не прекращаются. Их дома спецслужбы ФСБ штурмуют, проводят обыски, а активистов по религиозному признаку и несогласных с политикой Кремля арестовывают. О притеснении крымских татар на полуострове Мумине Салиева рассказывала участникам конференции по дискриминации мусульман, которая прошла в Австрии. В ней приняли участие более сотни людей из разных уголков Европы. Была и делегация из России. Они сделали заявление, которое ошеломило присутствующих. Со стороны этого представителя было сказано, что таких вообще крымских татар нужно лишать там вообще возможности выезжать в страны Евросоюза, не давать им визы. Гонения в оккупированном Крыму под предлогом экстремизма и терроризма сейчас проблема каждого крымского татарина, говорят родственники арестованных. Сделали посыл, так скажем, всему международному сообществу относительно немедленного реагирования на данное положение крымско-татарского народа и всю дискриминацию и репрессию в отношении него. За 3,5 года аннексии арестованы более полусотни людей. Без отцовской опеки остались более 100 детей. На международной конференции родственники арестованных хотели привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме. Эльвина Седулаева, Гульсум Халилова и Ислам Пинка. Заман, АТР. С украинским флагом за демократию против популизма в Чехии и мире. Чешские активисты начали автопробег накануне парламентских выборов в республике. Заявление президента Милоша Земана о том, что Крым нужно продать России, участники авторалли называют недопустимым и популистским. Организаторы акции критикуют сразу нескольких мировых лидеров, в частности Милоша Земана, Владимира Путина, Трампа и Эрдогана называют гусеницей, которая пожирает демократию. Автопробег, который продлится до 21 октября, так и назвали «Гусеница». У нас есть флаг Украины, потому что очень важно, чтобы Украина победила в этой схватке с Россией, чтобы ваша страна остановила захват своей территории. Ведь если Украину оставят одну и она не справится, мы будем следующими. Каталония без автономии. Срок ультиматума Мадрида Барселоне истек. Испания так и не получила четкого ответа о независимости Каталонии и начала действовать. Детали в нашем сюжете. Каталония плачет. Мятежный регион останется без автономии. Об этом объявило правительство Испании. Мы должны защитить интересы испанцев, в том числе и жителей Каталонии, и восстановить конституционный порядок в этом автономном регионе. Формально Кабинет министров Испании начнет процедуру приостановления автономии Каталонии в субботу. Такое решение объявили ровно в 10 утра. Именно в это время истек ультиматум Мадрида Барселоне. Правительство королевства требует дать четкий ответ, была объявлена независимость Каталонии или нет. Вместо этого за несколько минут до 10 получили письмо от Карлоса Пучдемона. В нем каталонский лидер призывает к диалогу. Если переговоров не будет, парламент Каталонии проголосует за независимость от Испании, говорится в письме. Представитель партии Пучдемона так прокомментировал ситуацию. Мы видим отсутствие желания вступать в диалог со стороны правительства Рахоя. Пучдемон ясно сказал, что нужна двухсторонняя встреча. Пока же мы наблюдаем единственное желание – унизить каталонское сообщество, заставить сдаться. А для нас это неприемлемо. Между тем, происпанская народная партия в Каталонии назвала позицию лидера региона шантажом. Мы не собираемся поддерживать этот шантаж господина Пучдемона. В Каталонии должны уважать законы. Сейчас в Барселоне не работает ни парламент, ни мэрия. А Пучдемон считает парламент своим и уверен, что депутаты его поддержат. Нет согласия и на улицах Барселоны. Они застряли в этой ситуации и не могут двигаться дальше. Тут поможет только диалог. Чтобы вернуть все в конституционное русло, правительство должно отменить автономию Каталонии. 10 октября в парламенте Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Впрочем, сразу же вступление в силу этого документа отложили. Ранее, 1 октября, в Каталонии провели референдум. На нем 90% поддержали независимость региона от Испании. Мадрид пытался помешать голосованию и считает его нелегитимным.
На этом пока все. Я желаю вам спокойной ночи и прощаюсь до завтра. Оставайтесь с АТР.